Лайфхаки для супермаркета номер 2, который сэкономит вам деньги, и вы приобретете продукты хорошего качества. Первое. Ходи по магазину в наушниках с энергичной музыкой. В продуктовых магазинах часто играет медленная, размеренная музыка, которая настраивает покупателей на неспешную прогулку между рядами и полками. Расчет прост. Чем больше товаров ты увидишь, тем чаще будешь соблазняться на покупку, которую не планировал. Согласно исследованиям, такая звуковая манипуляция заставляет тебя тратить на 30% больше. Перед тем, как перешагнуть порог магазина, надень наушники и включи ритмичную музыку. Пройдись в ее темпе по магазину. Второе. Смотри на верхние и нижние полки. И снова на пути нашего благополучия встают хитрые продавцы-консультанты. Товары подороже они выкладывают на уровне глаз и рук среднестатистического покупателя на высоте от 1 метра 20 см до 1 метра 70 см. В это время на нижних и верхних полках тщательно скрывают товары подешевле, и притом с хорошим качеством. Заведите привычку осматривать стеллажи и полки магазина сверху донизу, и вам откроются новые незнакомые бренды, у которых цены повыгоднее и качество получше. Третье. Не покупайте заранее нарезанные продукты и готовые блюда. В суровое кризисное время нам необходимо победить свою лень и вспомнить навыки обращения с ножом и сковородкой. К тому же, по многочисленным показаниям, магазины часто используют в нарезках и собственной кулинарии приблизившиеся к концу срока годности продукты, да еще и закладывают в цену затраты на работу. Четвертое. Присмотреть к товарам под маркой местного производителя. Каждая уважающая себя и свою прибыль торговая сеть продает товары под марками местного производителя. Обычно это незамысловатые вещи, производство которых давно отлажено. Молочные изделия, масла, выпечка хлебных и кондитерских изделий, бакалея, хозяйственные товары и многое другое. Часто они производятся на аналогичных по технологии местных предприятий и из тех же ингредиентов, что и продукция рядом стоящих дорогих и известных брендов. Так что не стесняйся попробовать товары под марками местного производителя и поддержи его в это нелегкое время. Вот и твой патриотизм будет реализован с пользой. Пятое. Проведи финальную ревизию своих покупок. Главное, не стесняйся окружающих. Дело в том, что как бы ты ни сдерживался, не следовал списку, несколько бессмысленных покупок вне списка все равно совершишь. Особенно если закупался на неделю. Поэтому на подступах к кассе остановись и критически посмотри на содержимое своей корзинки или тележки. Возьми калькулятор телефона и снова подбей сумму покупок. И потом выложи то, что тебе на самом деле не нужно. Только на этом ты каждый раз будешь экономить несколько десяток саманей.